Маленький зал сельской администрации полон. Врачи, учителя, фермеры, жители пришли рассказать о своих проблемах. Правда, сначала неохотно. Говорят, все эти вопросы озвучивали уже не раз, а потому и повторяться как-то неудобно. Каждый докладчик ВНХО, он судик дармадучит. Сегодня до главы наша цель, мы здесь для того, чтобы до главы донести ваши проблемы. Проблемы же молодежи. После такого напутствия первым слово берет врач местной амбулатории, который отмечает, что проблем по их линии нет. Диспансеризацию прошли свыше 80% населения. Правда, в плюсы вакцинопрофилактики многие не верят. Из-за этого часто возникают вспышки вирусных заболеваний. Впрочем, проблемы веры власти решить не в силах. В свою очередь, участковый уполномоченный доложил, что за весь год самое большое преступление, совершенное в селе, это разбитые стекла автобуса. А наболевшим поделился и директор местной школы. Больше 50 школьников младшего звена учатся в приспособленном помещении, а около 40 учащихся с 5 по 11 класс вынуждены ездить в соседнее село Нестеровское из-за нехватки мест. Необходимо в строительстве новой школы налицо. Проблема в том, что нет посадочных мест, у нас не хватает. Это мы поняли, Да. это проблема. Мы же сегодня не можем школу построить. Проблема вот на эти в том, что нашим долгом, что проблема же еще. Интерактивные доски есть у вас? Есть, доски есть. Так Есть. Некоторые вопросы, которые требуют больших финансовых вложений, таких как строительство школы, физкультурно-оздоровительного комплекса, детского сада, но это все будет в процессе реализации разных программ решаться. Но сегодняшним днем, одним днем это все не решается. Бердюрт – живописное, отдаленное поселение республики. Жителей чуть больше 700 человек. Тут нет ни заводов, ни фабрик, так что следующей в списке проблем идет безработица. Основной источник дохода – животноводство. Местные жители готовы решать эту проблему путем развития фермерских хозяйств. Пастбищ на территории села много, только не у всех есть возможность начать свое дело. Например, Мурат Альсельгов не раз подавал документы на грант, но до сих пор не может реализовать свою идею заняться фермерским хозяйством. На гранты я сдал документы в прошлом году. Даже не соизволили, просто прийти посмотреть, что у меня там творится, что я делаю, что не делаю. Вот даже этого нет. Из вопрос, да, решить, да. Тхаляхтажи субсидии, хотел субсидии для развития сельского хозяйства, для подъема малоимущих физов, малого бизнеса. Хотел вот эти вещи не даются. Вот эти вещи, куда надо будет подойти, к кому обращаться надо будет. Вспомнили и о том, что в селении постоянная проблема с водоснабжением. Совсем недавно тут проложили больше 2 километров водопровода, но большая часть линий все еще ветхая. А потому тут и там из-за давления прорывает трубы, и жители могут сидеть без воды по несколько суток. Нам трубы надо все заменить. Часть 30% заменили там. Ну сколько, слушай, до 50-го года будем менять, смотрите, трубы. Чтобы заменили нам эти трубы. Вот этот вопрос очень главный. По воде будет в главе доложено. Какие проблемы, что там можно сделать, но мы будем заниматься. Все эти проблемы копились годами и требуют решения. Представители администрации главы республики и правительства фиксируют каждый вопрос. Обещают, что скоро Бердюрт включат в программу по улучшению жизни в селах. Кое-что мы взяли себе на заметку и будем делать все, чтобы проблемы сельского поселения Бердюрт были включены в ближайшие мероприятия, проводимые правительством Республики Ингушетия по улучшению жизни людей в сельских поселениях республики. За последние годы в селении проложили дорогу, разбили орешник, сделали круговое освещение, высадили саженцы. Такие благоприятные перемены отмечают жители. Результат вот таких открытых диалогов власти с народом. Озвученные проблемы удастся решить, заверили жители. Каждый вопрос услышан, а значит, начало уже положено. Зульфия Мислоурова, Майырбек Мержоев, Новости 24.